Сегодня федеральными войсками взят под контроль последний крупный опорный пункт дудаевцев Шатой. Информация пришла только вечером, и подробностей пока немного. Известно лишь, что город был взят в 17:30 по московскому времени. Шатой, расположенный в 60 километрах к югу от столицы Чечни, стал последним крупным опорным пунктом дудаевцев после того, как в начале июня федеральные силы взяли под контроль основную базу боевиков Ведино. Это 50 километров к юго-востоку от Грозного, разрезав надвое фронт, созданный дудаевцами в горных районах юга и юго-востока республики. В результате образовались две группировки боевиков, продолжавших боевые действия. На юге в районе Шатоя и на востоке в районе Нажай-Юрта. По данным федерального командования, Нажай-Юртская группировка сейчас постепенно распадается. Часть боевиков стремится прорваться в район Шатоя, а часть выйти из боев и скрыться в соседнем Дагестане. По некоторым данным, в понедельник состоялось совещание группы дудаевских полевых командиров. Было принято решение о заброске боевиков на территорию Грозного и других районов, контролируемых федеральными войсками. Боевики должны проникнуть в правительственные структуры и правоохранительные органы с тем, чтобы начать широкомасштабное проведение диверсий и терактов. По тем же данным, Джохар Дудаев дал указание направить на территорию Ингушетии группу боевиков, переодетых в форму федеральных войск, для совершения там провокаций. Командование федеральных войск ужесточило контроль на границе между Чечней и Ингушетией с целью не допустить проникновения в Ингушетию боевиков. Сегодня же стало известно, что члены экипажа российского вертолета, подбитого 12 июня в Чечне, остались живы. Несмотря на то, что машина загорелась в воздухе и начала разваливаться, пилоту мастерски удалось посадить ее на землю и сохранить жизни.